Глава Коми подвел итог работы делегации от республики на Петербургском международном экономическом форуме. За несколько дней удалось сделать немало, и наш регион может по праву гордиться проделанной работой. Подробнее в новом видеообращении главы Коми. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня я хочу рассказать вам об итогах работы делегации правительства республики Коми на Петербургском международном экономическом форуме, а также о тех встречах, которые мы провели в Санкт-Петербурге и Москве. Хочу отметить, что в год столетия республики серьезная поддержка, в том числе и наших социальных партнеров, была направлена на то, чтобы достойно представить республику и раскрыть ее туристический, этнокультурный потенциал в рамках Дней Республики Коми в Москве и в Санкт-Петербурге. Учитывая это, мы постарались сделать свое пребывание на Петербургском международном экономическом форуме как можно менее затратным для бюджета республики. Мы отказались от стенда, от дорогих платных бейджей, свели к минимуму состав делегации. Мы ехали в Санкт-Петербург работать, а не отдыхать. Накануне экономическим блоком правительства республики и постоянным представительством республики Коми при президенте России была проведена очень серьезная подготовительная работа. Благодаря этому нам удалось не только подписать рамочное соглашение о сотрудничестве, как это обычно бывает, но и конкретизировать детальные планы мероприятий с четко прописанными проектами, сроками и ответственными за их реализацию. Основной упор в развитии отношений с партнерами мы сделали на создание инфраструктуры, как фундамента для бизнеса и социальной сферы в регионе. Особый акцент на прикладную науку, то есть разработку и внедрение новых технологий, а также на построение кооперационных связей и выход для наших предприятий на новые, в том числе и экспортные рынки сбыта. Что касается инфраструктурных проектов, мы, например, договорились с компанией Россети «Северо-Запад» об устранении административных и технологических барьеров при подключении к энергосистеме резидентов арктической зоны в Воркуте, Инте, Усинске и Устилимском районе. Мы это делаем для того, чтобы свести к минимуму бремя бюрократических проволочек и затраты по подключению к тем же электросетям для резидентов, которые открывают свое дело или расширяют производство в Арктике. Со Сбербанком мы договорились о продолжении работы по созданию в формате государственно-частного партнерства объектов инфраструктуры, образования, здравоохранения и обращения с отходами. В рамках форума мы также обсудили вопросы развития и внедрения новых технологий с нашими потенциальными и уже действующими партнерами. Хочу отметить, что буквально накануне открытия форума научно-образовательный центр мирового уровня технологии здоровья сбережения населения Севера, решение о создании которого на территории республики я подписал в мае, прошел первый этап конкурсного отбора в Министерстве науки и высшего образования России. Причем нас с самого начала поддержали крупнейшие промышленные и научные школы страны. Председатель Сбербанка России Герман Оскарович Греф, например, лично изъявил желание войти в состав наблюдательного совета. Нас поддержали Ростех, Роскосмос, Газпром, Лукойл, научные школы МГУ, Московского физико-технического института, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и многие другие. На форуме мы подписали конкретный план мероприятий по 5 направлениям научно-технического сотрудничества с госкорпорацией «Росатом». Главными среди этих направлений являются сферы здравоохранения, цифровизации в рамках будущего арктического медицинского кластера в Воркуте. Интерес к проекту по созданию кластера, рассчитанного под нужды контингента Северного морского пути, проявили в ходе переговоров и Сбербанк, и Газпромбанк. Другим примером в сфере науки и технологий стало соглашение с правительством Тульской области о сотрудничестве наших промышленных предприятий, вузов и научных организаций при реализации проекта «Композитная долина». Композитные материалы, сочетающие в себе разные исходные материалы,
улучшающие функциональные характеристики, сегодня завоевывают самые различные сегменты рынка. Эта высокотехнологичная продукция широко востребована в том числе в строительстве, в судостроении, автомобилестроении, секторе транспорта и логистики. И здесь Тульская композитная долина, как одна из опорных платформ межрегионального кластера «Композиты без границ», созданного Росатомом, должна стать точкой входа наших производителей на общероссийский рынок таких материалов. В сфере природопользования и природосбережения мы заключили два важных соглашения с госкорпорациями «Росгеология» и «Роскосмос». Первое. В части комплексного изучения недр, которое позволит переоценить геологический потенциал и сделать инвестиционно привлекательным и экологичным освоение месторождений полезных ископаемых на нашей территории. Второе, в части использования технологий дистанционного зондирования Земли в региональной системе экологического мониторинга, что крайне важно для предотвращения нежелательных инцидентов при добыче полезных ископаемых. Ну и, наконец, говоря о содействии выходу наших предприятий на новый уровень, новые рынки сбыта в западных регионах России, в Европе и Азии, о создании длинных кооперационных цепочек, не могу не отметить те договоренности, которых мы достигли с другими регионами. Речь идет о Республике Крым и Тульской области, о взаимодействии в отрасли спорта, туризма, в том числе арктического. Мы также подписали соглашение с нашим крупнейшим предприятием лесопромышленного комплекса компанией «Лузалес», которая приняла решение стать якорным резидентом создаваемой в настоящее время особой экономической зоны «Север». Компания инвестирует 32 миллиарда рублей в строительство завода по выпуску МДФ-плит. Это глубокая деревообработка, это 1200 новых рабочих мест. И это основа длинной кооперационной цепочки, как с нашим местным малым и средним бизнесом, так и с российскими и мировыми производителями и экспортерами мебели. Подчеркну, все, что я перечислил, все, о чем мы договорились на форуме, все это достаточно предметно и по созданию новой инфраструктуры для развития экономики, и по новым технологиям, и по новым рынкам сбыта. Это фундамент для высокотехнологичных рабочих мест, для стабильной работы, причем достаточно привлекательной для молодежи. Это еще и высокотехнологичный экспорт, а значит высокая добавленная стоимость, дополнительные доходы в бюджет. На форуме часто звучало, что управление должно быть не только и не столько эффектным, сколько по-настоящему эффективным. И если учесть, сколько мы вложили, как республика, в участие в форуме, и сколько положительного вынесли из него в качестве задела на дальнейшее развитие, мы отработали очень и очень эффективно. Я благодарю всех, кто работал в составе делегации и освещал ее деятельность, а также всех, кто на месте готовил соглашения и проекты к обсуждению и подписанию с партнерами. Всех наших партнеров мы надеемся видеть в числе гостей на праздничных мероприятиях в честь 100-летнего юбилея республики, которые пройдут в Сыктывкаре в августе этого года. Уважаемые жители республики, это все, о чем я хотел рассказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите себя, до новых встреч!